Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». У нас прошел первый тур президентских выборов. Сейчас мы все в ожидании второго тура, но между тем достаточно тревожная такая ситуация. И не в первый раз у нас так происходит, но тем не менее, в общем-то, страсти накалены, и мы вообще хотели бы поговорить о том, как вообще сбить этот градус отношений, что нужно сделать. Сегодня об этом будем говорить с нашим постоянным экспертом, историком, политологом Астамур Антани. Астамур, добрый день. Добрый день. Ну, ситуация такая, что я так смотрю, у нас два таких политических лагеря. Каждый стоит на своем. С одной стороны, лагерь, который представляет Бадр Гунба. Он вроде бы говорит о единстве, но понятно, что никакого собственного единства по большому счету нет. То есть его поддерживают определенные анонимные каналы, определенные российские СМИ и так далее. И главное козырь, который, в общем-то, есть у него, это то, что в Москве, в общем-то, он больше друг и товарищ. С другой стороны, другой кандидат Адгур Ардзинба, он, собственно говоря, сейчас позиционируется как такой некий в таком информационном пространстве антироссийский элемент, более того, еще турецкие, протурецкие агенты и так далее. В общем-то, вот эта мифология, она нас вообще увела от тех реальных проблем, которые у нас существуют, и мы уже не обсуждаем ни конституционную реформу, ни реформу местного самоуправления и так далее. Мы вообще обсуждаем очень какие-то абсолютно непонятные вещи, да? Но при этом вот эти абсолютно непонятные вещи, они накаляют ситуацию. Тот же, Адгур Ардзинба, там его сторонники, у них тоже существует, что есть такое, что их зажимают, что справедливость здесь хромает, и вот они считают, что у них там выборы отнимают, да, то есть, и это тоже такая атмосфера, она приводит, непредсказуемым, да, каким-то может привести непредсказуемым или даже вполне предсказуемым последствиям. И нам хотелось бы это избежать. Вообще, как ты смотришь на всю эту ситуацию? Ну, ситуация, конечно, нельзя сказать, что для Абхазии новая. Мы переживаем чуть-чуть, конечно, в других формах то, что у нас происходило в 2004 году. Поэтому, наверное, общество должно относиться к этому с учетом своего опыта. Если говорить о первом туре, то есть общественно-политической ситуации, до первого тура, да и отчасти сейчас, к счастью, она лучше, чем по телевизору. Вот. Я иногда, когда читаю то, что пишут, я вспоминаю такой американский фильм, он на российские экраны вышел под названием «Хвост вертит собакой». Вот. Рекомендую его посмотреть. Когда там в информационном пространстве шла война в Албании, а албанское правительство кричало, что у нас никакой войны нету, но никто его не слышал. Да. Вот. Вот эта история с какими-то темными антироссийскими силами, она существует в таком информационно-пропагандистском пространстве, не имея здесь никакой реальной почвы. Вот. Но мы не должны забывать про силу слова. Потому что всякие эти грубые методы, они могут породить соответствующее настроение, что совершенно не нужно ни Абхазии, ни России в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Вот. У меня такое складывается впечатление, как будто к этим выборам относятся как к футбольному матчу.
Мы знаем, что главная цель футбольного матча – это победить и получить кубок. Вот кубок получили, задача решена. Здесь же по итогам выборов мы не вопрос получить президентское кресло в качестве кубка, а то, как здесь будет осуществляться управление страной. Поэтому та власть, которая будет сформирована, она должна прежде всего опираться на мнение собственного народа. Оттуда ее проистекает легитимность. Этого, кстати, не очень понимал предшественник, предыдущий президент. Это его была главная ошибка. Поэтому так мы можем дойти до того, что у нас все органы власти превратятся просто в картонные. Вот сейчас есть сообщения о том, что там были нарушения, какие-то действия по не знаю, этническому признаку. Во-первых, это межнациональное согласие – это один из столпов существования нашего государства. Мы на многие столпы уже покусились. И на этот столб, и на вот это тоже, несмотря на то, что у нас не так много представителей диаспоры в Абхазию переселилось за эти 30 лет. Это отдельный вопрос, почему этого не произошло. Но это была как бы частью абхазского национального проекта и абхазской национальной идеологии. Это никак не мешало тому, что Абхазия все эти годы ориентировалась на Россию. И ни в какой фактор турецкого геополитического влияния это здесь не преобразовывалось. Сейчас мы на это тоже покусились. Но мы что, хотим после выборов, чтобы здесь была полная разруха, недееспособные органы власти, расколотое общество? И еще раз говорю, здесь все-таки участники этого процесса, я понимаю, что есть эмоции, амбиции, обиды накапливаются, это все существует. Но если люди претендуют на роль главы абхазского государства, главе абхазского государства придется подниматься над такими эмоциональными вещами. Потому что здесь конкурентная борьба. Не все мы друг другу нравимся, увы. Подняться, все-таки спрогнозировать, как ты будешь управлять ситуацией после этих выборов. Потому что эта вся шумиха закончится, и мы останемся с тем же набором проблем экономических, добавим еще внутриполитических сейчас. Мы кое-как залечили последствия этого раскола 2004 года. Сейчас мы новые точки раскола можем сформировать. Но мне кажется, что сейчас существует дефицит. Во-первых, меньше должно быть внешнего шума. Если есть у нас какие-то нарушения, этим должны заниматься прежде всего наши правоохранительные органы. Они вообще молчат. Они должны, если есть действительно какие-то факты, прокуратура есть, милиция, СГБ, пусть они этим занимаются. Они же для этого созданы. Если это суверенное государство, мы свои проблемы должны сами решать. Или давайте все делегируем тогда. Но у нас действительно госструктуры полностью самоустранились. Парламент хоть бы публичную тоже какую-то усилил свою публичную работу. Парламент это же не печатная машинка законов. Это же прежде всего публичная власть. Если уже у нас мы видим, что исполнительная власть фактически рассыпалась после событий ноября, мы сейчас видим, что фактически непонятно, кем она осуществляется, исполнительная власть. Но есть, ни у кого не вызывает сомнений легитимность парламента. Пусть они хотя бы в регулярном или в ежедневном режиме делают какие-то заявления. Или предоставят свою площадку для того, чтобы встретились кандидаты. Но это же раньше делалось. Что за
такое самоустранение. Пусть они предоставят площадку парламента, выступят в роли таких медиаторов, позовут и того, и другого кандидата, уверен, что ни один из них не откажется. Они, понимаете, наше общество держится на внутреннем консенсусе, оно очень, на самом деле, хрупкое, и стабильность, она такая зыбкая, и многие вещи держатся на консенсусе и на диалоге. Если, допустим, стороны, участвующие непосредственно в избирательной кампании, сами не могут наладить диалог, все, кто могут этому способствовать, должны поспособствовать. Чтобы были определены, во-первых, правила, чтобы выборы состоялись, чтобы они не превратились в анархию. Это же такая угроза существует. Мы же видим, что градус растет. Сегодня вот мы записываем передачу в четверг. Ситуация радикально отличается от того, что было в прошлую пятницу, правильно? В худшую сторону. Хотя вот на поверхность вроде не выплеснуто, но сейчас такой эффект закупоренного котла. Не надо загонять друг друга в угол. Эти кандидаты тоже друг друга прекрасно знают. Не один год. Они знают, что в этой пропаганде друг против друга. Но пусть посмотрят, где зерна там, пусть очистятся от этой вот пропаганды и поймут, что они имеют дело друг с другом, они друг друга прекрасно знают. Там врагов нету. Надо это понимать. Мы так не сможем, что одна часть общества будут враги другому. Это так невозможно будет. Тамур, я вот на что обратил внимание, у нас, накал страстей, он идет по восходящей, да, то есть он не сразу как-то возник. И при этом, в общем-то, сами государственные институты, они практически никак не реагировали. Вот до сих пор вот там у нас говорят там о давлении там на этнических армян, вот на села армян, где подавляющее большинство армянского населения, да, там в процессе выборов. Причем обе стороны говорят о том, что там было давление, да. И при этом у нас правоохранительные органы не завели, кажется, ни одного уголовного дела, никаких следственных мероприятий толком не идет. Сейчас же мы получаем в ответ уже следственные органы России, начинают, исходя из того, что там часть людей имеют российские паспорта, да, то есть вот как бы разбираться вот в этой ситуации. И то есть мы, в общем-то, когда вот демонстрируем такую полную пассивность, мы говорим, что у нас закон не работает. То есть органы государственного... Да, они носят формально-декоративный характер. Формально-декоративный характер. Хорошо, согласились, что вот в процессе выборов у нас сейчас безвластие какая-то, анархия такая сплошная. Но при этом у нас есть различные общественные, государственные институты, там, общественный институт, там у нас есть общественная палата, у нас есть парламент, все-таки у нас есть там и советы старейшин, там различного рода ветеранские организации, у нас огромное количество всяких общественных организаций. Но вот я не вижу вот такого какого-то движения, которое бы стремилась бы к тому, чтобы вот нивелировать вот это нагнетание таких эмоций. Я не видел к тому, чтобы вот к какому-то здравому смыслу привели бы вот как бы... может, мы дождемся наконец. Ты знаешь, я опять же там... давай, я думаю, что надо воспользоваться. Чтобы мы должны сказать, почему никакого движения в этом смысле нет. Но в 2004 году, я хорошо помню выборы 2004 года и там всю драматургию этих выборов, да, и там были моменты, когда, опять же, накал страстей достигал там максимума. И я помню, как те же два кандидата в президенты, Рауль Хаджимба и Сергей Багапш, встречались один на один.
То есть и такое было, и обговаривали ситуацию. То есть это было. Более того, там дальше уже встречались группы, да, обсуждали, как бы пытались найти общие точки соприкосновения. Но у нас сейчас мы вот как бы подходим к самой такой тяжелой фазе. При этом я не вижу каких-то особых телодвижений от самих штабов. Есть какие-то, я как знаю, какие-то посреднические попытки наладить. Но, в общем-то, в реальности вообще ничего не происходит. Я сейчас о пожеланиях не говорю, но я говорю о том, что вот такого прямого какого-то диалога между двумя лагерями кандидатов абсолютно нет. И мне кажется, нужно вот с этим что-то решать. Мне кажется, если бы там, допустим, Адгур Арзанбов встретился с Бадрой Гумба, 1 на 1, там переговорили бы, нашли бы какие-то общие точки соприкосновения, высказали бы, наверное, каждого, что беспокоит, и потом уже исходя из этого бы сформировали бы какую-то общую такую повестку, общие красные линии, было бы, наверное, весьма продуктивно с точки зрения перспектив того, как завершатся выборы. То есть не с точки зрения того, кто на этих выборах победит, а с точки зрения, как пройдут эти выборы и как нам дальше жить. Ну, во-первых, нужно понимать вот, положение Абхазии. Да, мы суверенная страна, нас признала Россия. Но мы должны понимать, что Абхазия де-факто это российский протекторат. Вот. И если, допустим, наши органы власти окажутся неспособны, органы правопорядка, обеспечить здесь сохранение правового поля, и ситуация может вылиться в какие-то нехорошие вещи, то не стоит удивляться, если Россия, исходя из интересов собственной безопасности, будет сама принимать меры по обеспечению безопасности на территории Абхазии. Этому не стоит удивляться. Сейчас наши государственные институты, политические лидеры, они проходят проверку на зрелость. Я думаю, такое развитие событий не устраивает ни Россию, ни нас самих. На самом деле перед нами мы должны, наконец, сказать себе. Вот мы все говорим про суверенитет и государственность Абхазии непрерывно. Вот. Но за этими словами что-то должно следовать. Это надо на себя ответственность брать, значит. Значит, у нас иногда не поймешь, где преступник, а где правоохранитель. Ну, если ты кем-то назвался, прокурором, милиционером, генералом, сколько у нас генералов? У нас сколько сейчас генералов, по-моему, в Советском Союзе столько генералов не было. Да, ну, они что, они же должны своему званию, своему функционалу, должностным обязанностям, они же должны соответствовать. Нужно абхазский суверенитет и государство переводить в какую-то реальную плоскость, а не превращать ее это в какой-то фриков во все это превращается. Вот. Основная ответственность, еще раз говорю, сейчас лежит на двух кандидатах. Кто-то из них станет президентом, если у нас выборы не выльются во что-то еще худшее. Вот. Дай бог, чтобы они состоялись, и у нас был избран президент. Кто-то из них станет президентом. Но оба должны исходить из того, что на них лежит ответственность. Они должны сделать публичные шаги, публичные заявления, развеять какие-то мифы, которые насаждаются. Сейчас кажется, что это какое-то конкурентное преимущество. Это выльется в совершенно другие проблемы. Если взять, допустим, посмотреть на деятельность того же Владислава Арзанбова, которого у нас все время вспоминают, да, правда, делают совершенно противоположные вещи, но часто любят вспоминать. Вот. Но если с точки зрения, не знаю, взять тогдашних властей, он настоящий антироссийский экстремист. Почему? Потому что он, вот из Москвы там говорили, надо вступить в состав Грузии. Надо при полицейские функции миротворческим силам придать.
которые будут возвращать всех беженцев на территорию Абхазии. А Абхазия должна стать автономией в составе Грузии. Но он этому противостоял со своим окружением и с нашим всем обществом. Экстремисты настоящие. При нем началось возвращение представителей абхазской диаспоры из Турции. Правда, много людей не вернулось. Никто из них, правда, не создал здесь никакой экстремистской организации протурецкой из этих представителей диаспоры. А время было полно, 30 с лишним лет. Вот. Надо думать о долговременных последствиях. В итоге эта его стратегия, она сыграла свою роль. Абхазия осталась, можно сказать, оставалась в тот сложный период одним из немногих оплотов интересов России. В России те, которые люди понимали, что в Абхазии происходит, там такие были тоже в руководстве, они прям восхищались тем, что делает Абхазия, как она изощряется, чтобы выжить в этой ситуации. Мы же выжили. Хотя бы отчасти надо примерить. Я понимаю, сейчас это молодые люди. Вот сейчас это поколение, оно тоже проходит проверку на зрелость. Вот кто-то мне сказал, с Русланом вчера разговаривал, Хашик, твоим братом, что он сказал, говорит, вот это поколение, говорит, которое погибло во время войны, вот в значительной части погибло или сильно пострадало, оно, конечно, было обессилено. Оно уже на себя могло бы давно взять ответственность за страну. Но так получилось, что у нас разрыв. И сейчас это поколение 40-летних. Они все-таки должны понять, что не надо, уже не время ребячиться. Здесь серьезные вопросы стоят, и вокруг Абхазии очень сложный, тяжелый мир. У нас задача сохраниться как самостоятельная единица. Вот. Для нас отношения с Россией – это очевидное преимущество. Вот тоже нужно, чтобы в этих отношениях мы тоже были самостоятельной единицей. Я думаю, что это двусторонняя заинтересованность. Поэтому, мне кажется, вот это все они должны понять. Не так много времени. Не надо предпринимать шагов, которые приведут к усугублению ситуации. Ну, такое время, это я понимаю, что не аналитическое, потому что анализировать, в общем-то, по-особому нечего. Да? Мы как бы оказались в плену каких-то мифов и каких-то фобий, и мы, в общем-то, забыли, собственно, главное, для чего мы, собственно говоря, выбираем президента. Да? То есть, и нам нужно, наверное, все-таки вернуться к такой более здравой повестке, перестать тиражировать вот абсолютно деструктивные вещи. Наверное, мне кажется, и Россия тоже должна быть заинтересована в этом, потому что выборы выборами, ладно, там, допустим, кандидат какой-то определенный победит, но дальше как с вот этим хозяйством быть, да, с достаточно накаленной ситуацией, с огромным количеством людей, которые там будут ходить под клеймом каким-то протурецких сил или там антироссийских и так далее. И мне вообще достаточно странно, когда за нас больше слышатся голоса людей, которые абсолютно никакого отношения к Абхазии не имеют. Различные какие-то анонимные каналы, где, в общем-то, чувствуется, что там вообще ничего абхазского там нет. То есть эти люди просто либо приехали отрабатывать, либо вообще здесь их вообще нет. То есть я вот читаю некоторые комментарии там военкоров, российских военкоров, которые работают там, да, ну послушай, действительно там люди хорошо разбираются в ситуации на фронте, да, там Донбасс и так далее, но я их читаю, и они говорят об Абхазии, я понимаю, что эти люди вообще не то, что не разбираются, они, наверное, вообще, никогда не бывали в Абхазии, но вот с таким как бы... В 2004 году уже привет Аджали. Ну да, вот да. И люди абсолютно как бы не сведущие в теме, и вот и с таким опломбом, не требующим вообще, как истина в последней инстанции, говорят о выборах. И я просто, мне кажется, наверное,
надо и самим кандидатам, как бы, да, там, допустим, у Адгура Арзенба нет такой, как бы подушки информационной, да, вокруг него внешней, но, тем не менее, там тоже хватает людей, которые там... Гораздо легче было бы и штабу ГУНБа работать без этой подушки. Да, и штабу ГУНБа было бы без этой... Еще неизвестно, я не думаю, что это сильно в плюс сработало. Ну, я бы также как бы предостерег от, допустим, вот сторонников Арзенба, то есть там тоже, как бы, я понимаю эмоции, да, но вот мы живем в одной республике. Да, выборы выборами, но вот как бы все это переводить на некую этническую плоскость, искать каких-то виноватых, это еще больше усугубит нашу ситуацию, это еще усугубит нашу перспективу. Даже если, допустим, тот же Адгур Арзенба победит, это тоже создаст проблемы для него же. То есть вообще для каждого кандидата любое нагнетание ситуации при его приходе к власти обернется огромными же проблемами. И что будет в итоге? Вся повестка реформ, все, что вот эти идеи, все они выброшены, получается, на помойку. Потом мы создадим такую ситуацию, после выборов будет такая напряженная ситуация, что нам нужно будет экстренно залечивать раны, раскол общества, вот это межнациональное недоверие, которое вот оно посеяно, это срочно надо решать. Потому что у нас этой проблемы не было все 30 лет. Это срочно проблему надо решать. Это общественность должна хорошо работать, государство должно хорошо работать. Но без реформ наше государство вперед не двинется. Мы взяли то, что должно было определять вектор нашего государства на будущее, и то, что мы предполагали будет главным вектором пропаганды со стороны штабов, это реформа. Дискуссия по реформе. Что мы обсуждаем какие-то маргинальные темы, совершенно вредные. И мы знаем, что эти маргинальные темы, они на общественное сознание они больше ложатся, потому что ксенофобия, вот это все, это все потом мы сколько будем пожинать плоды этого дела. Никакие выборы этого не стоят, и никакая должность этого ни президента, ни царя не стоит тех жертв, которые мы за какие-то считанные там, дни, недели мы можем принести. Но я думаю, что это надо осознать, это же, по-моему, нужно уйти какого-то от уличного сознания. Слушай, это же государство строится по известным правилам. И государства не только строятся, государства могут и разрушаться. Это мы тоже должны понимать. В государстве должен быть смысл. В нем должно быть заинтересовано большинство нашего населения. Абхазы, армяне, грузины, мигрелы, русские, неважно. Вот если не будет такой заинтересованности в существовании этого государства, и не нужно оно, значит, будет. Исчезнет. Какие хочешь ты. Вот есть государства, всеми признанные. Они существуют де юре, а де-факто не существуют. Какой-нибудь Сомали. Оно раздроблено по всяким каким-то феодальным этим принципам. Но вот это мы должны понимать. Либо мы переходим на то, что вот сейчас армянская тема так стала. Ну, понимаете, мы должны переходить на следующий этап развития. От этнической нации, гражданской нации, определить параметры, которые нас объединяют. Мы 30 лет, ну вот не столько, не 30, вот мы сегодня 30 лет говорим, 20 лет. 20 лет мы занимаемся, ну, с точки зрения государственного строительства, вот 20 лет у нас малопродуктивно. Вот признание России есть важное достижение. Вот. В остальных вещах очень низкопродуктивная работа государства. Все свелось к какой-то коррупции, перераспределению каких-то сфер влияния. Но так государство оно не строится. Все формализировалось, превратилось в какой-то театр марионеток. Вот. Это надо понять. Действительно судьбоносный момент. Просто выборы, они
как вот химический реактив, они выявили все вот эти наши болезни, они же не появились в ходе избирательной кампании. Мы живем в перманентном кризисе уже долгие годы. Вот это все, эти выборы, они все нам показали. Ну, мы видим, где наши болезни. Мы их будем сами лечить? Или мы пустим все на самотек, и это закончится все прекрасным образом. Я, наверное, буду все-таки завершать нашу передачу. Наша передача такая получилась, как некий призыв дружить с головой, да, и подумать о будущем. Вспомнить, что голова есть, Да. и что она не только для еды. И все-таки хотелось бы подойти к 1 марта, чтобы у нас уже как бы была как бы какая-то общая цель. Я понимаю, там в этом бюллетене есть там 2 окошка, где надо проставить галочку, да, но 3, да, против всех, да, но, в общем-то, у нас должна быть общая какая-то идея, почему мы, в общем-то, ставим эту галочку. Для чего мы ставим эту галочку? Мы, в общем-то, ставим галочку для того, чтобы все эти граждане, люди, имеющие, живущие в этой Абхазии, граждане, они ставят на свое будущее, чтобы вне зависимости от того, там, кто победит, чтобы эта страна жила, развивалась, чтобы уровень жизни здесь улучшался, чтобы было какое-то национальное согласие, чтобы был правопорядок. Но если, в общем-то, мы выбираем, просто ставим галочку от того, для того, чтобы кому-то из тех, который поставил галочку и оказался ближе к тому, которого выбрали, то, конечно же, эта страна каких-то перспектив по-особому не имеет, и мы уже чувствуем, где эти перспективы заканчиваются. И я надеюсь, что нас услышат и кандидаты в президенты, и нас услышат их сторонники, и как-то подумают. Наверное, Хочется еще раз обратиться к парламенту, что они не имеют политического, морального права быть сторонними наблюдателями этого процесса. Их не зря народ избрал. Они так же, как президент, только 35 человек представляют народ Абхазии. Вот это они должны вспомнить. И в 2004 году, кстати, я тоже участвовал в переговорах. Тогдашним спикером был Нукзар Нуревич Ашуба. И многие вопросы мы с ним тогда обсуждали, несмотря на то, что острая была ситуация. Вот. И какие-то вещи удалось сделать для стабилизации ситуации. Вот. Поэтому преемственность в этом смысле у парламента должна быть. Они должны взяться за это дело. Ну все, я надеюсь, у нас все будет хорошо, и выборы нормально пройдут, и все будет у нас нормально, и страна пойдет вперед. Я как бы на такой более оптимистичной, на оптимистичных словах завершаю эту передачу. Всем до свидания, счастливо. Астамур, спасибо. До новых встреч.